Мы не на Лазурном берегу, еще круче. Мы в ресторане «Фермер». Посмотри, какой прекрасный вид за окном. Озеро, беседки, вкусная кухня. Все, как мы любим. Ну и, конечно же, живой уголок. Ты смотрела первую часть фильма «Дивергент»? Конечно, смотрела. Вот, в кинотеатрах нашего города выходит вторая часть. Я думал, на этом уже все, но тут они сняли еще одну. Надо пойти и посмотреть. Ты знаешь, мне тоже жутко интересно, надо посмотреть. Обязательно надо пойти. Ты нашла его. Будущее, которое мы все заслужили. Что, по-твоему, Джанин хранит в этой коробке, Калеб? Понятия не имею, но ей нужны дивергенты. Найдите их, всех до единого. Дженнин никогда не оставит нас в покое. Пора дать ей отпор. Я не допущу, чтобы кто-то еще погиб из-за меня. Крис, помоги мне! Рад снова тебя видеть. Что ей нужно от Трис? Она идеальный кандидат. Ты должна быть сильной и храброй. На этой неделе очень насыщенная концертная программа. Например, 22 марта к нам наконец-то приезжает Стас Михайлов. Все девушки нашего города 100% будут на его концерте. А для любителей ночной жизни у нас есть клуб 49. В эту пятницу в клубе 49 диджей Вогас будет устраивать бэк-то-бэк с Ромой Бергером. Будет очень круто. А 25 марта в Остинском театре пройдет оперное шоу «Опера Аморе Мио» с участием неповторимой Вероники Джоевой и Петра Мигунова. А еще 22 марта в Национальном театре оперы и балета пройдет концерт солистов. А 21 марта в Национальном театре оперы и балета пройдет спектакль «Пиноккио». Вот ты всегда говоришь, что я интересуюсь только клубами и фильмами. Но это не так. У меня есть козырь в рукаве. Отличное мероприятие, которое заинтересует и тебя. Это фотовыставка молодой, талантливой девушки-фотографа Алисы Геринг. Девочка приехала с Камчатки. Очень интересно. И сегодня она будет у нас в гостях. Сегодня у нас в гостях молодая, талантливая девушка-фотограф Алиса Геринг. Привет, Алиса. Привет. Приятно, что ты пришла к нам в гости. Взаимно. Алиса, такой вот первый вопрос. Начнем с самого начала по порядку. Расскажи, когда и как ты увлеклась фотографией и что, возможно, подтолкнуло тебя на этом? Я занимаюсь фотографией уже около 4 лет. На тот момент мне было 14, получается. А все получилось очень случайно, я не планировала. То есть я собиралась поступать в медицинский вообще. В тот момент на Дальнем Востоке развивали фотоиндустрию. И я попала очень вовремя, на самом деле, сейчас я это осознаю, да, то есть к нам приезжали на лекции известные люди, практикующие фотографы, и как-то так получилось, что я завертелась с ними, да, я сначала приходила просто слушать для себя, а по итогу мне привезла подруга фотоаппарат с Москвы, и вот тогда понеслось. Началось. У тебя появился первый фотоаппарат? Да, так А кому ты показала свои первые снимки? Себе. Сама посмотрела и оценила? Нет, не был же человек. Нет, не было человека. Нет. Я вообще из тех фотографов, кто очень не любит показывать свои фотографии. И поэтому, когда я только начинала, это было вот прям тайное, прям вот оно было вот здесь мое. Я не могу описать, да, это словами. Да, из меня и меня.
Алиса, ты сказала, что ты, в принципе, недавно, да, начала заниматься фотографией, 4 года. Расскажи, ты на самом деле приехала же из... Петропавловск-Камчатского. Да. Расскажи, как ты оказалась здесь, в Северной Осетии, как ты нашла единомышленников, с которыми сейчас сотрудничаешь, работаешь? Наверное, во всем виноваты мои грузинские корни, смешанные с осетинскими корнями, с турецкими, немецкими. То есть фамилия-то у тебя немецкая? Да, все верно. Когда я приехала сюда, на самом деле было очень сложно, да, то есть все равно в 17 лет это слишком резкая смена обстановки. Особенно, когда ты привыкаешь к своим моделям. Здесь первые полгода я не снимала вообще, то есть фотоаппарат стоял на полке, пылился. И так получилось, что последние полгода я школу, да, 11 класс, должна была закончить здесь. И должна была улететь. То есть для меня Владикавказ был перевалочной базой перед Европой. Буквально за 2 недели я собралась с духом, подошла к маме и сказала, что нет. Это, наверное, было самое страшное «нет» в моей жизни. И надеюсь, что оно так и останется. На мое удивление, мама отреагировала очень положительно. То есть не было никаких нейтральных эмоций, тем более негативных. Мама сказала: да, хорошо, классно. А что ты будешь здесь делать? На тот момент, соответственно, не было никаких мыслей о студии. Это очень серьезно. Но я все-таки решилась это сделать, потому что, к моему сожалению, да, сфера фотографии в Осетии абсолютно не развивается, она не развита. Это ужасно обидно. Фотографов много, каждый второй, грубо говоря, да, но на самом деле из этих 1000, кто сейчас называет себя фотографами, есть очень-очень достойные 50. У этой сферы здесь будущее есть. Поэтому я написала бизнес-план очень быстро, потому что очень хотела. Показала его маме, мама дала мне добро. И так появилась моя фотостудия, да. За 3 месяца у студии появился очень хороший большой штат. Это и пиар-директор, да, которому я вообще не видела необходимости от незнания на тот момент сферы. И, соответственно, замечательные ребята-фотографы. Найти их было очень тяжело, я это скажу сразу, да, я не скрываю. Для меня очень важно, чтобы человек понимал, что если ты не делаешь этого от души, то я не хочу, чтобы ты делал это просто за деньги. То есть я не могу просто снимать за деньги. Душевный кайф. Душевный кайф, да, действительно, не коммерческий, душевный кайф. Так и было. Мои сотрудники замечательные люди, они для меня не просто штат. У нас у всех с ними очень сильная душевная связь. Я безумно люблю каждого. Они действительно молодцы. Они моя гордость на данный момент. Кто-то может сидеть, печатать, лежа на диване, попивая кофе горячий. Я могу бегать по студии в суете каждый день, танцевать, петь. И они уже не будут обращать на это внимание, потому что это наши рабочие будни, и они такие. Каждый вроде бы и в себе, в своих делах, но в этот же момент мы все вместе. Расскажи о своем стиле, как ты охарактеризуешь его в 2 словах? Это артхаус, однозначно. Первое время на мои работы в республике очень остро реагировали только потому, что я соединяю 2 тела в фотографии, рисую его воедино, да. Я заклеиваю рты булавками. Именно мои съемки, да, для моих проектов, они всегда готовятся заранее. Контакт с моделью очень важен. Для меня каждая модель, да, это источник моего вдохновения напрямую. До позавчерашнего дня я думала, что я вынашиваю все свои идеи. У меня миллион ежедневников, в которых эскизы, материалы для съемки, реквизит частичками. Но позавчера и 2 дня подряд у меня абсолютно внезапные съемки. Вот абсолютно внезапные, я не думала о них. И они получились настолько крутыми, что я задумалась о том, чтобы почаще звать гостей в студию и просто экспериментировать. Это очень круто.
как бы есть действительно, да, стоящие проекты, для которых нужно время, но мне ничего не мешает, да, совмещать одно с другим. И такой финальный вопрос. Алиса, если бы у тебя была возможность встретиться с любым человеком, когда-либо жившим на Земле, с кем бы ты встретилась и что бы ты у него спросила? Зигмунд Фрейд. И что бы ты у него спросила? Почему он писал такие письма своей невесте? По-моему, у нас уже был такой ответ. По-моему, да. Алиса, спасибо тебе за откровенную, очень теплую беседу. Увидимся скоро у тебя на фотовыставке. Спасибо и вам, буду очень рада вас видеть. Желаем тебе удачи. Пока. Пока. Спасибо. Пока.